Бисмиллахир рахманир рахим. Исламские науки. Улюм аль-исламия. Из посланий Саида Абдуль-Хаким аль-Арваси. Саид Абдуль-Хаким аль-Арваси родился в 1281 году, в 1865 году по милади, и покинул этот бренный мир в 1362 году по хиджре, то есть в 1943 году по милади. Все предки этого известного ученого являются, вплоть до праведного халифа Али ибн Талиба, да будет доволен им Аллах, были учеными ислама. Получив образование у лучших муджтахидов Ирака, он стал одним из самых известных мусульманских ученых первой половины XX века. Саид Абдуль-Хаким аль-Арваси, да будет милостив к нему Аллах, говорил: полученные знания устраняют необразованность, но не глупость. То есть полученные знания устраняют необразованность, но не глупость. Если человек глупый, то знания ему не помогут. Частые повторения одних и тех же ошибок, говорил он, это признак глупости. Два раздела исламских наук, необходимые для мусульман науки, называются улюм аль-исламия, которые разделяются имеют два раздела. Первый — это улюм аль-аклия, общественные и естественные науки, и второй — улюм аль-наклия, религиозные науки. Первый — улюм аль-аклия, общественные и естественные науки. Изучение этих нерелигиозных наук фардуль кифая. Это, то есть, при условии выполнения этого предписания некоторой частью мусульман, остальные освобождаются от этих обязанностей. Тогда как приобретение необходимых религиозных знаний это фардуль айн, то есть обязательно для каждого мусульманина. Предписания, относящиеся к разряду фарда кифая и исполняемые частью мусульман, могут в ходе научного прогресса изменяться. Учиться этим наукам можно где угодно и у кого угодно. Посланник Мухаммад ﷺ говорил: то есть получаете такие знания, даже если вы поедете в Китай, даже съездив в Китай, можете научиться этим наукам. Идите хоть в Китай. В религиозных же науках изменений быть не может. Добавлять или менять смысл предписаний священного Корана и Сунны нельзя ни в коем случае. Любые реформаторские идеи, искажающие смысл предписаний Всевышнего Аллаха и Сунны посланника Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, являются недозволенными новшествами, бидаат, и ведут к разрушению истинной веры. Второе — улюм аль-наклия, религиозные науки. Эти науки можно и нужно изучать по книгам ученых Ахль-сунна валь-джамаат, то есть по книгам ученых одного из 4 мазхабов. Как было сказано выше, эти знания ученые и основатели мазхабов черпали из 4 источников. Это первое — священный Коран. Второе — хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Третье — иджма аль-уммат, то есть единое мнение сахабов. И четвертое — кияс аль-фукаха, решение, принимаемое муджтахидами методом суждений по аналогии. Религиозные науки имеют 8 основных разделов. Это первое — ильм ат-тафсир, наука толкования Корана. Ученых этой науки называют муфассирами. Второе — ильм усуль аль-хадис, наука, изучающая разновидности хадисов и способов их отбора. Третье — ильм аль-хадис,
Наука о методах изучения хадисов учеными мухаддисами. Тщательный отбор сообщений и изучение слов и привычек Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Четвертое. Ильм усулюль калям. Наука о способах извлечения знаний по основам богословия из аятов Корана и хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Пятое. Ильм калям. Наука, разъясняющая суть единобожия. И связанные с этим 6 условий веры. Эти условия мусульманину необходимо знать, и не только необходимо произносить устно, но и воспринимать сердцем. Ученые этой науки, ильм аль-калям, называются мутакаллимун или мутакаллим. Шестое. Ильм усуль фикх. Наука, разъясняющая способы извлечения знаний по фикху из Корана и Сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это объясняется в книге Аль-Манар Абдуллах Аль-Насафи, то же самое Абдул-Гани Аль-Наблуси в книгах, которые называются Аль-Хадикатун Надия. Седьмая наука – Ильм аль-фикх. Наука, разъясняющая мусульманин способы извлечения, исполнения, способы исполнения поклонений телом. Разновидностей телесных поклонений 8. По существу они делятся на 3 основные группы. Это предписанные, обязательные, фарз, запрещенные, харам, и по желанию, ан-навафиль. Ученых называют фукаха или факих. 8. Это ильм ат-тасауф. По-другому эту науку еще называют ильм аль-ахлак или ильм аль-ихлас. Знатоки этой науки, мутасауфов, с помощью этой науки избранные Всевышним Аллахом богобоязненные люди обретают духовную силу священного Корана. Мусульмане, достигшие уровня тасауф, исполняют все поклонения с любовью к Аллаху. Величие Аллаха они видят во всем, на что бы ни посмотрели, о чем бы ни подумали. Духовное возвышение достигается ими путем строгого исследования указанием Всевышнего Аллаха. Каждый свой шаг эти люди соизмеряют с предписаниями Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Их высокая степень осмотрительности позволяет им избегать и запретное, и сомнительное. Это состояние называется вара. Вместе с преданием себя божественной воле, таваккуль, и терпеливым перенесением страданий, сабр, дает им надежду на получение от Всевышнего Аллаха благостей. Аллах субханаху ва тааля. Из 8 основных наук, перечисленных выше, обычным мусульманам необходимо изучение 3. Это ильм аль-калям, ильм аль-фикх и ильм аль-тасауф. Обучение этим наукам в мере необходимости обязательно, фарду айн. Не заниматься вовсе этими науками, не обучать им своих детей – большой грех. Те же, кто отрицает эти науки, теряют веру в Аллаха и становятся кафирами. Об этом пишут в своих книгах Мухаммад аль-Багдади, Абдул-Гани аль-Наблуси, Ибн Габидин и другие ученые-сунниты. Более подробное изучение этих 3 наук также
изучение остальных 5 весьма желательно. Фарду кифая. Для изучения всех этих 8 наук желательно еще изучать, добавив к ним еще 12 наук. Это такие, которые относятся к изучению арабского языка. Сарф, иштикак, наху, китабат, иштикак кабир, луат, матн луат, баян, маани, бади, балаат, инша. Об этом пишется в книге Барика имам аль-Хадими, который умер в 1176 году по хиджре, то есть в 1762 году по милади. Таким образом, число основных наук в исламе, требующих изучения, достигает 20. Отсюда следует вывод: чтобы стать ученым ислама самого высокого уровня, нужно до тонкости изучить 8 наук и плюс к ним еще 12 наук, главных наук, улюм аль-наклия. Кроме того, необходимо знать все 4 мазхаба суннитов и иметь широкое современное образование, чтобы разбираться в общественных и естественных науках, улюм аль-аклия. Имам Ибн Баззаз Мухаммад бин Мухаммад аль-Кардари, который умер в 827 году по хиджре, в 1424 году, в книге «Фатава и Баззазия» пишет: после того, как мусульманин выучит наизусть некоторую часть из священного Корана, необходимую для совершения молитв, ему нужно сразу же приступить к изучению фикха, так как изучение фикха относится к разряду обязательных предписаний для каждого мусульманина. Фарду айн. А знание всего священного Корана наизусть в разряде фардуль кифая. То есть, если это предписание исполняет часть мусульман, то остальные мусульмане освобождаются от обязательного его исполнения. Имам Мухаммад аш-Шайбани писал, что мусульманину необходимо стремление к познанию порядка 200 тысяч решений по фику, разъясняющих халяль, дозволенное, и харам, запрещенное в исламе. Таким образом, после исполнения фарзов, получение знаний по фику является главной обязанностью мусульманина. В сборниках Бухари, Муслима и Тирмизи приводится хадис: если Аллах пожелает проявить благосклонность кому-либо из своих рабов, то позволит ему стать факихом в религии, знатоком религиозно-правовых предписаний. В книге Аль-Хадика Абдул-Гани ан-Наблуси говорится: мусульманам, не являющимся специалистами по богословию, предписано изучение науки илм аль-калям только в определенных пределах. То есть нужно знать основы вероучения, разъясненные в книгах приверженцев сунны, и уметь разъяснить условия веры сбившимся с пути ислама и неверующим. Знание науки илм аль-калям в этих пределах для мусульманина предписано обязательным фардуль айн. Изучение богословия сверх минимальных пределов могут позволить себе только ученые, имеющие достаточно высокий уровень, чтобы понимать это, и занимающиеся науками ради Аллаха и для помощи другим мусульманам. Остальным же людям, не имеющим обширных знаний по фикху и тасаввуфу, заниматься вопросами богословия илм аль-калям очень и очень опасно.
Существует большая вероятность запутаться в дебрях этой сложнейшей науки и сбиться с пути. Да защитит нас Аллах от такого большого несчастья. Имам Абу Юсуф, рахматуллахи алейхи, пишет: не должны быть имамами при совместной молитве люди, занимающиеся наукой айльм аль-калям. Имам аш-Шафи'i, рахматуллахи алейхи, пишет тоже: сбиться с истинного пути, занимаясь богословием, гораздо большее несчастье, чем совершить великий грех. Если это было так опасно во время имама аш-Шафи'i и Абу Юсуфа, то представьте, чем угрожает такое занятие в наше время. И вот еще, что говорит имам аш-Шафи'i по этому поводу: если бы люди знали, насколько опасно заниматься наукой айльм аль-калям без достаточного на то уровня образования, то от такого занятия бежали бы, как от разъяренного льва. Книга Аль-Хадика, Аль-Хадихатун Надия, Шархут Тарихатуль Мухаммадия является комментариями к книге Ат-Тарихатуль Мухаммадия фи Баяну Сират ан-Набави имам Аль-Биргиви, который родился в 1521 году по миладии и умер в 1573 году. Наука фикх состоит из 4 главных частей. Первая часть – айбадат, поклонение Аллаху. Она делится на 5 разделов. Это пятикратная молитва, пост, закат, хадж и усердие на пути Аллаха, джихад. Каждая из этих групп имеет свои ответвления. Вторая часть – мунакахат. Эта часть науки рассматривает вопросы женитьбы, разводов, обеспечения средствами к существованию и тому подобное. Третья часть – муамалят. Это часть фикха о торговле, найме, процентах, наследстве и другие. Четвертая часть фикха – укубат, наказание или последствия. Каждому мусульманину предписано в обязательном порядке изучение основных разделов первой части фикха – ибадат, и весьма желательно изучение второй и третьей части. Отдельные необходимые в жизни разделы этих частей необходимо изучить обязательно. Хадисы, приведенные у Бухари и Муслима на данную тему, говорят о том, что самыми лучшими мусульманами являются те, кто изучает фикх и передает эти знания другим. Хадисы пророка Мухаммада ﷺ свидетельствуют о том, что основатель первого мазхаба из дошедших до нас 4 школ приверженцев сунны имама Азам Абу Ханифа стоит на самом высоком уровне среди муджтахидов. Четвертая же часть окубат, наказание или последствия фикхи, это прерогатива государства, которое будет наказывать тех или иных преступников, опираясь на законы своего государства.